Привет, наши любимые друзья! Делаем! Животный растительный мир нашей планеты богат и разнообразен. Но в настоящее время хозяйственная деятельность человека поставила на грани исчезновения многие виды флоры и фауны. Многих представителей живой природы нам уже никогда не удастся увидеть в естественных условиях. Да уж, многие сохранились только в зоопарках, заповедниках. В настоящее время предпринимается много мер по охране и защите окружающей среды. Одной из форм сохранения редких видов животных и растений является их занесение в Красную книгу. Красная книга – это список редких и исчезающих видов животных и растений. Сегодня мы расскажем о животном из Красной книги Российской Федерации, которая проживает в Республике Коми. И этому животному совсем не страшны холода. А холода уже начинаются. Ты видела, сколько снега выпало? А о ком мы будем рассказывать? О северном олене. Я про него много-много чего знаю. Северный олень – житель севера, где очень холодно. Ему не страшны ни сильные морозы, ни глубокие снега. Шерсть у него густая, мягкая. Поэтому мех даже во время сильного ветра надежно защищает оленей от холода. Повезло оленю. И копыта у него особенные, широкие и могут развлекаться, поэтому олень ходит и не проваливается, может ходить и по снегу, и по болоту. А края у копыт крепкие и острые. Ими северный олень раскапывает и разгребает снег, чтобы добраться до своего любимого вкусного мха. А главное украшение северных оленей – их большие ветвистые рога. Они есть не только у пап оленя, но и у мам. Мамам оленя рога нужны для того, чтобы отгонять от найденной пищи других оленей. Каждый год олени теряют старые рога, а потом у них вырастают новые. Зимой олени на санях возят по большим полям людей и грузы. Вот такой олень, сильное и хорошо приспособленное животное. Вам 100 лет.